Холода продолжают уносить жизни таджиков. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете важное, что произошло с нашими согражданами. Подписывайтесь на обновления, и точно будете в курсе всего самого интересного. Обильные снегопады частично парализовали автомобильное движение в Таджикистане. В минувшие сутки две важнейшие автомагистрали, соединяющие центр республики с севером и востоком страны, перекрыли из-за схода лавин. Коллапс образовался и в столице Таджикистана. Жители Душанбе жалуются на дефицит общественного транспорта. Автобусы, троллейбусы и даже маршрутные такси вынуждены увеличивать интервалы своего движения. В Хурасоне, Хатланской области, от отравления угольным дымом скончались 33-летний мужчина и его сын. Его жена и еще один ребенок госпитализированы. Трагедия произошла 18 января в семье Шамсуло Махмадова в селе Гулрез. Передает издание «Фараж» со ссылкой на свои источники в Хурасоне. Погибли сам Шамсуло и его 5-летний сын. Состояние его супруги и еще одного ребенка врачи оценивают как тяжелые. С наступлением холодов все больше жителей используют уголь для обогрева своих домов, и часто несоблюдение правил безопасности приводит к трагедиям. На днях в районе Деваштич Сагдийской области 2 члена одной семьи отравились угарным газом. Пострадавшими оказались супруги: 80-летний Хаджи Саид Байон Саид Муродов, который скончался, и 70-летняя Нури Саид Муродова. Она в тяжелом состоянии была госпитализирована. Ежегодно с приходом холодов жители села в Таджикистане отапливают свои жилища при помощи угля, и несоблюдение правил безопасности приводит к трагическим результатам. Что делать при отравлении угарным газом? Следует сразу же выключить его источник, открыть окна и выйти на улицу и вызвать скорую помощь. До приезда врача можно смочить ватку нашатырным спиртом и поднести ее к носу, растереть грудь. При тяжелых отравлениях и поражениях средней тяжести необходима срочная госпитализация, но лучше не доводить до таких ситуаций. А как вы переживаете эти холода? Также 4 граждан Таджикистана задержаны по подозрению в вымогательствах, грабежах и разбоях. Организованная преступная группировка, состоящая из жителей Таджикистана, орудовала на территории Казахстана. Бандиты вымогали деньги и грабили своих же соотечественников, которые находились в трудовой миграции в Казахстане. Члены ОПГ этой группировки – это жители района Шохмансур города Душанбе: Сухрэбджон Хасанов по кличке Рыжий, Рустам Расулов по кличке Рустик, Файзали Салехов по кличке Федя и житель Кубадионского района Манучехр Адиназада по кличке Дервиш, сообщает ведомство. Отмечается, что вместе с ними таджикских мигрантов грабил их гражданин Узбекистана Джавидон Шукуров. Подозреваемые вымогали деньги у мигрантов из Таджикистана, пугая их холодным и огнестрельным оружием, говорится в сообщении. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 250 «Вымогательство» Уголовного кодекса Таджикистана. Ведется следствие. Как вы относитесь к такой ситуации, что они позарились на то, что грабили собственных же соотечественников? В принципе, грабеж не несет в себе ничего хорошего, но своих же соотечественников — это новый уровень. Вы согласны? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.